Yalan deyilen zat oğurluktur. Ben de şu terbiyede yetişen adam. Yalan hakiki oğurluktan hiç ütköçük yeri yoktur. У лжи есть причина, правильно? Какая причина лжи? Человек украл деньги. Он украл эти деньги. Он что сделал? Да? Он скрывает что? Что он украл эти деньги. Причина лжи. Это так называемая рентная информация. Что значит рентная информация? Информация, которая лжецу приносит выгоду, ренту. Рентная информация. Вы же не видели вора, который говорит: это я украл, это я сделал. Ничего подобного. Он говорит: я не крал. Ну, потому что, представьте, если он признается о том, что он украл деньги, что он вор, естественно, дело закончится чем? Дальше последствия лжи. Ложь наказана, наказывается, да. Какие могут быть последствия? Ну, мы уже говорили, да, если сильная ложь, то и сильные могут быть последствия. Вот там, я не буду перечислять все статьи Уголовного кодекса. Вот, ну, условно говоря, уголовное наказание, УК, да. Что еще может быть за ложь? Когда-нибудь за ложь били, нет? Физическая расправа. Да, физическая расправа, Да. наказание. Дальше, следующий формат. А что еще может быть? Ну, потеря репутации, так или иначе. Репутационный риск, имидж. Что еще может быть? Финансовые штрафы. Финансовые, да, конечно. Финансовые потери, да. Финансовые потери очень большие. Мгм. И отсюда интересный момент. Лжец, у которого есть желание сохранить вот этот актив, вот эту вот ренту, да, который понимает, что у него есть угроза наказания, к чему он стремится, какое у него намерение? Получить позитивную социальную оценку общества. Это очень важно. Bizim etcek bolyan, şu yaşlığın etcek bolyan zadı. Sizin çağalanın üçün ediliyor. Şu neme yani programaları bir okak görün. Bir kelleğinde bir ağrım salın. Ne yaşlığın size etcek bolyanı şol. Siz üçün hem koğuy. Yani şu çağan pulunu yani maşkala уллокан көмөк колер. Откуда идет, например, та же самая ситуация, откуда же проявляются те же самые маньяки, да? Маньяки проявляются, Чикатило совершил 53 убийства. Почему? Он был не наказан. Чего будет испытывать человек, который говорит неправду? Итак, у него есть... Есть угроза наказания. Да. Есть стремление быть позитивным членом общества. Есть причина сохранить актив, не потерять его. Так какая будет эмоция? Страх, совершенно верно. И страх разоблачения – это эмоция, которая состоит из двух эмоций. Первое – это эмоция непосредственно самого страха. И сюда входит еще одна эмоция – эмоция презрения. Если я отношусь к вам с презрением, это означает, что по этим критериям я считаю вас ниже себя. İyileşler, yedi vatandaşlar. Siz çüren, siz gutoron, sizin aladağınızı edem yok. Onu ben boynuma alayan, aydiyanım. Sizden hiçbir pok çıkmıyor. Çıkmayacağım görünüp dur. Pul verilenine de ağdarsınız. Narkoman olursunuz, ya da yeni vırdat olursunuz. İdil maşkalağınız olmaz. Он идет на это, потому что у него есть убеждение о том, что его очередной раз пронесет. У него в его прошлом опыте есть что? Достаточное количество убедителей, что ложь прокатывала. Alman ekelin, bitip meyve getirdin. Şonun bu ağzı birce paylaşalım.